На руднике Кумтор прошло выездное заседание членов комитета Джугурку-Кенеша Кыргызской республики по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию. На нем присутствовали топ-менеджеры Центера, чиновники Госгеологии, Гостехинспекции, Госагентства по окружающей среде и Кыргыз-Алтына. Во время поездки на рудник депутаты своими глазами увидели работу крупнейшего производства, пообщались с работниками и узнали, существуют ли те проблемы, которые активно муссируются некоторыми их коллегами. Заоблачная прогулка 7 депутатов по руднику на высоте 4000 метров над уровнем моря продолжалась несколько часов. Народоизбранники были впечатлены увиденным. Они задавали много вопросов и вникали в тонкости производства. В основном все вопросы, которые задавали депутаты в ходе их визита, имели отношение к объектам рудника. Отвалы, призма рудника, технические вопросы. Со всеми правилами и нормами техники безопасности гости Кумтора освоились довольно быстро, а затем даже попробовали себя в роли экскурсоводов. Вот призма, сейчас мы покажем. Давайте призма. Сразу после экскурсии прошла пресс-конференция. В зале собралось немало работников предприятия, которые задавали парламентариям интересующие их вопросы. Прежде всего, они касались дальнейшей работы рудника, одного из немногих успешно действующих предприятий страны. На сегодняшний день у нас в стране мало что производится. Мы все покупаем, просто переставляем товар с одного места на другое. А от нашей работы, от деятельности Кумтора, народ получает конкретный доход. Но чтобы вот так из камня получать золото, нужно очень постараться. И мы просим поддержать нас и сохранить наши рабочие места. На Кумторе, не считая работников подрядных организаций, трудится более 2500 кыргызстанцев. Благополучие их семей напрямую зависит от дальнейшей работы компании, которая до сих пор находится в подвешенном состоянии. От сложившейся неопределенности вокруг рудника устали не только служащие, но и сами депутаты. Честно говоря, надоело все это, осточертило, чтобы ждать столько времени. И, честно говоря, и когда в конце-то концов должны решить, мы же вот скоро, например, осенью новые выборы начнется, например. Этот парламент до конца не довел. Другой парламент до конца не довел, другое, например, правительство до конца не доводит. Поэтому, я думаю, мы к этой шаг надо пойти, потому что если со стороны Центра совсем не соглашение там не подписывают, не хотят согласовывать. Поэтому, я думаю, сесть за переговорный стол, надо согласовывать. И обоюдно надо этот вопрос решать, тогда и о национализации разговоров не должно быть. Депутаты озвучили и другие проблемы, по их мнению, существующие на руднике. Одной из основных они назвали ситуацию с экологией, хотя уже достигнуто соглашение о создании фонда страхования экологических рисков в размере $52 миллионов. Сказать совсем, что нет проблем, было бы неправильно с моей стороны. Я лично говорю за себя. Проблема существует, но добыча золота, она и подразумевает собой какие-то потери. Наверное, не без этого, я так считаю. Поэтому те проблемы, которые существуют в экологии, там, в обслуживании и так далее, я думаю, все они решаемые. Многие депутаты побывали на Кумторе впервые. Масштабы производства изменили взгляд народных избранников на многие проблемные вопросы. Чтобы убедиться, мы своими глазами посмотрели все проблемные вопросы, где и вопрос задавался со стороны народа и со стороны депутата, мы везде были и смотрели. Вот. Ну, конечно, я не скажу, что в целом все хорошие, да, где производство, там и проблемы есть, она и будет. Кто не работает, тоже иногда проблемы могут создать. Поэтому такая большая организация, такое месторождение Кумтора, я думаю, всегда она по ходу проблем нарождается. Увиденное парламентарии обсудят со своими коллегами. За время пребывания на Кумторе они почти в полной мере ознакомились с работой рудника. Это может сыграть немаловажную роль в принятии решения вопроса с формой собственности Кумтора. Я думаю, это был очень плодотворный визит. Мы понимаем, что депутаты являются представителями народа и, разумеется, переживают за свою страну. Но дальнейший шаг, которому мы должны уделить внимание, это переговоры и эффективное их завершение. Окончание переговоров с Центерой по созданию кыргызско-канадского совместного предприятия ожидается в конце марта. Кроме этого, депутаты ждут от правительства заключения по вопросу национализации Кумтора, которую настойчиво лоббируют в парламенте некоторые народные избранники.